Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Месяц Рамадан, месяц прощения грехов, и иншаллах последние вечера, последние лекции мы посвятим теме прощения. Ибо Всевышний Гафурур Рахим, прощающий и милостивый. Мы помним хадис, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднимался на минбар, наступая на каждую ступеньку, он сказал амин. 3 раза он повторил амин. И когда обратился к людям, он объяснил, почему он повторял эти слова. И он сказал, что спустился к нему с небес ангел Джабраиль, алейхиссалям, и когда он находился на каждой ступени, он, то есть Джабраиль, делал дуа. А в ответ этим словам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил амин. И на одной из лестниц, на одной из ступенек, Джабраиль, алейхиссалям, сделал дуа. Кому из верующих Аллах дал возможность жить в Рамадане, и ему не простились грехи, пусть Аллах унизит его. Пусть Аллах опозорит этого человека. То есть Аллах дал ему возможность жить в Рамадан. Аллах дал ему, открыл ему все врата прощения. Создал ему все причины. То есть все, что он делал или мог делать в Рамадан, это намазы, это посты, это ночные киямы, это лейлатуль кадр, это дуа, как во время сухура, как перед ифтаром. Все это причины прощения грехов. И если человек провел Рамадан, все, вот он, Рамадан Байрам, а грехи ему до сих пор не простились, значит, это лишенный, это несчастный человек. Значит, он не воспользовался баракатом этого месяца. И поэтому Джабраиль попросил у Аллаха, чтобы Аллах унизил этого человека. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал амин. И вот, дорогие братья, все, что мы делаем, все, к чему призывает нас Всевышний и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в Рамадан, все это причина прощения грехов. И когда Айша, радиаллаху анха, спросила у пророка, что нам говорить, если мы увидим признаки лейлатуль кадр, он какие слова посоветовал? Просите у Аллаха рая больше, просите защиты от ада, богатства, еще что-то. Все надо просить у Аллаха. Но он сказал, скажите, Аллахумма иннака афуун тухиббуль афу фа'афу анни. О Аллах, ты прощающий, ты любишь прощать, прости мне мои грехи. Поэтому вот она, основная дуа, лейлатуль кадр, который лучше, чем тысячи месяцев. Не 1000 месяцев, а лучше, чем 1000. Вчера или позавчера просто в телефоне калькулятор взял и умножил. У меня получилось чуть меньше 30 тысяч дней. Это получается x 30 тысяч, как сегодня любят бизнесмены считать, да? x 10, x 100, x 30 тысяч. Один день стоит как больше 30 тысяч дней, ночей, здесь речь идет. Поэтому все это причина прощения грехов. Наши киямы, наши намазы. Давайте быстро, я постараюсь успеть до азана, разберем намаз пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И в каких частях намаза, внутри намаза, речь идет не за намазом, не до или не после, а внутри намаза посланник Аллаха просил у Аллаха прощения. Вот намаз — это прямая связь.
прямая связь раба со своим Создателем. И когда ты заходишь на прием к главе небес и земли, ты должен говорить самые важные слова. Мы даже знаем, что любое слово не из намаза, оно портит твой прием, портит твой намаз. Любое движение, даже глазами, это воровство, сказал. Когда мусульманин стоит перед Аллахом, а у него глаза там, туда смотрят, пророк ﷺ сказал, это человек ворует из своего намаза. Потому что уходит баракат намаза, уходит награда. Поэтому каждое слово, оно на месте, оно важно. И вот давайте разберем, в каких важных местах намаза пророк, саллаллаху просил у Аллаха прощения. Первое, в начале намаза. Когда мы произносим слова Аллаху Акбар, мы заходим на прием. Все, начался намаз. Все, мы уже внутри намаза. Поэтому такбиратуль ихрам, это такбир ихрам. То есть как будто ты во время хаджа заходишь в состояние храма. То, что тебе 5 минут назад можно было, сейчас уже нельзя. У тебя ихрам. Поэтому ты сказал Аллаху Акбар и зашел в намаз. Все. Все, что было тебе разрешено там, здесь уже запретно. Нельзя разговаривать, нельзя кушать, нельзя менять направление, ты должен в сторону кибла и так далее, и так далее. И вот, дуауль истифтах, слова мольбы открытия намаза. До суры Фатиха многие братья, они ограничиваются одним зикром. Какие это зикры? Какой? Субханак Аллахумма бихамдик, ва табарак асмук, ва тааля джаттук, ва ла иляха гайр. Это прекрасный зикр, который произносил пророк ﷺ. И он основной идет во многих книгах фикха. Откройте книгу зикров пророка, саллаллаху, и вы увидите, что там пророк ﷺ читал разные зикры. Разные зикры. 2, 3, 4, 5 видов. И поэтому, если вы хотите работать над качеством намаза, не ограничивайтесь одним зикром. Не надо 10-20 лет говорить просто «Субхана Раббил Агля, Субхана Раббил Агля». Откройте, посмотрите. Пророк, саллаллаху алейхи, 5-6 видов зикров говорил во время суджуда, во время рукуга. Поэтому совершенствуйте. Вот все же хотят бизнес свой совершенствовать. 20 лет назад ларек открыл, 20 лет он не сидит в ларьке. Он уже гипермаркет строит. Вот то же самое. Не надо 20 лет один и тот же зикр повторять. Когда пророк, саллаллаху, иногда десятки видов зикра повторял. Вот первое. Когда он произносил слово Аллаху Акбар, до того, как сказать Ауду билляхи мина шайтани раджим и дальше сура Фатиха, он произносил несколько видов зикра. Я просто изучил какие-то виды, и в одном из них нашел, как пророк, саллаллаху, уже в начале просил прощения. Давайте быстро постараюсь. Это длинный. Я вот, иншаллах, оставлю на минбаре. Можете сфоткать, особенно иртикафщики, и сохранить у себя. Ладно? Я оставлю. Там все зикры, все есть. От кого приходит хадис. Все. И перевод даже. Все. Пророк, саллаллаху, встал на намаз. Аллаху Акбар. И говорит слова. «Ваджахту ваджхия лиллади фатара самавати валь арди ханифан». Я обратил свой лик. Куда он обратил? К Аллаху. Я обратил свой лик к тому, кто сотворил небеса и землю. Кто сотворил небеса и землю? Ханифан, будучи единобожником, будучи преданным ему. Вама ана миналь мушрикин. И я не из числа многобожников. Дальше пророк говорит: инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин. Воистину, моя молитва, мое жертвоприношение, жизнь моя и смерть моя лилляхи раббил аламин принадлежат Господу небес, Господу всех миров, ля шарика лях, и нет у него сотоварища, ва бидалика умирту ва ана миналь муслимин. И это было велено мне, то есть только Аллаху поклоняться, будучи единобожником, ва ана миналь муслимин, и я из числа тех, кто предался Всевышнему полностью. Это он говорил где? Во время намаза. Внутри намаза. Дальше пошли. Пророк говорил: Аллахумма анталь малик, ла иляха илля ан. О Аллах, ты царь, ты хозяин всего, всех. Ла иляха илля ант.
и нет божества истинного, кроме тебя. Анта Рабби, ты мой Господь. Ва ана абдук, а я твой раб. Кто ты и кто я? Ты мой Господь, а я твой раб. Залямту нафси. Пошла наша тема. Залямту нафси. Я проявил несправедливость по отношению к себе. Я нарушил твои законы. Я приступил твои границы, я совершил грех. Я совершил ошибки. И поэтому этим самым я сделал зулем, несправедливость по отношению к себе. Ва'тарафту бидhanби. И я признал свои грехи. Я признаюсь, я слабый, я грешен. Вот это основа покаяния, тауба. Тауба никогда не будет искренним, пока ты не признаешь, что ты ошибся, что ты споткнулся, что ты поддался искушению, наущению. Ты неправильно сделал. Это в основе покаяния стоит. Поэтому он сказал: «Ва'тарафту бидhanби», я признал свой грех. «Фагфир ли дунуби», прости мне мои грехи. «Джами'ан», все мои грехи. «Иннаху ла ягфиру дунуба илля ан», ибо никто не может простить грехи, кроме тебя. Вот пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, начинал свой намаз истигфаром, покаянием. «Вахдини или ахсан аль ахляк», и наставь меня, одари меня лучшими нравами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во время намаза спрашивал у Аллаха нравственность, ахляк. И «ля яхди ли ахсаниха илля ан», и никто, кроме тебя, не может наставить никого никто не может подарить великую нравственность, то есть прекрасную нравственность, кроме тебя. «Васрив анни сайиаха», удали от меня скверные нравы. «Ла ясрифу анни сайиаха илля ан», и никто не может удалить их от меня. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ахляк просил во время намаза. «Лаббейк», вот эти слова пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во время намаза говорил. Что такое лаббейк? Аллах позвал нас в хадж, и мы пришли, и мы говорим: лаббейк, мы перед тобой, я перед тобой. А намаз это то же самое. Аллах призвал нас намаз сделать. Мы пришли и говорим: лаббейк, Аллах, я перед тобой. Васа'дейк, и я счастлив быть твоим рабом. Я счастлив поклоняться тебе. То есть меня никто не заставлял под дулом пистолета, да? Васа'дейк, я рад, я счастлив служить тебе. Валь хайру куллюху фи ядейк, и каждое благо в твоих руках. Вашарру лейса илейк, и любое зло не от тебя, не от тебя. Ана бика ва илейк, то есть все, что я совершаю, это с твоей помощью. Ва илейк, и все мы возвращаемся к тебе. Табаракта ва та'алейта, астагфирука ва атубу илейк. То есть даже в конце мы говорим астагфирука ва атубу илейк. 2 раза пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале намаза просил прощения у Аллаха. Этот хадис в сборниках имама Муслима, сахих. То есть намаз начали чем? Просьбой о прощении. Дальше пошли. Остальные короче. Кто-то может просто отрывок выучить. Если, например, кому-то тут вот 1, 2, 3, 6 строчек, да? Для кого-то это длинное. Они могут часть выучить и, иншаллах, использовать у себя в намазе. Второе. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда делал рукух, он просил у Аллаха прощения. Рукух. Все, кьям мы прошли, делаем рукух. Многие братья и сестры, они ограничиваются какими словами? Субхана Раббияль Азим. 3 раза, ну, если совсем не торопятся, 5 или 7 раз, да? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил другие зикры. Найдите их, учите, и вы почувствуете, что у вас намаз будет другим, иншаллах. Блюдо надо менять. Каждый день, какой бы вкусное ни было, у нас есть выбор в блюдах. Меню обширное, и надо их тоже заказывать. Все, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спускается в рукух. У Бухари и Муслима Айша передает, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во время рукуха говорил следующие слова: «Субханак», ты пречист от недостатков. То есть проблема не в тебе, проблема во мне. Мы
Еще пророк говорил во время рукуга, суббухун куддус, то есть ты пречист от всех недостатков, и ты свят. Аллах святой, а мы не святые. Аллах пречист, а мы не пречисты. Мы в грехах. Поэтому пророк говорил, субханак, то есть ты пречист от всех недостатков. Аллахумма, о Аллах, Раббана ва бихамдик. Ты наш Господь, и тебя мы восхваляем. Аллахумма гфирли. О Аллах, прости меня. Если без этих Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли. Пророк ﷺ говорил это где? Во время рукуга и во время суджуда. Многие зикры пророк ﷺ повторял как во время рукуга, так и во время суджуда. Но из всех зикров, вот я искал, нашел истигфар вот в этом. Субханак Аллахумма Раббана ва бихамдик Аллахумма гфирли. Аллах, прости меня. Он говорил во время рукуга. Все, рукуг с чем идет? С истигфаром. Дальше пошли. Встаем с рукуга. Маленький киям. До того, как мы уходим в суджуд. Многие ограничиваются какими словами? Раббана лакаль хамд. Да? Посмотрите, пророк ﷺ иногда очень длинные зикры говорил, когда вставал с рукуга. Субхана Раббана ва лакаль хамд. Еще есть Раббана ва лакаль хамд. Хамдан кафиран тайибан мубаракан фих. Вот, и есть другие. И вот я нашел среди них истигфар. Пророк ﷺ, когда выпрямился из рукуга, это Муслим передает, Абдулла ибн Ауф, он говорил, Аллахумма лакаль хамд, о Аллах, тебя вся хвала, миль ас-сама и ва миль аль-ард. Столько хвалы, которые заполнили бы небеса и землю. Которые заполнили бы небеса и землю. Ва миль ума ши'та мин шай'ин бa'д. И заполнили бы то, что столько ты пожелаешь после этого. Подойдите к Бабаю, скажите, пусть кто там играет. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, восхвалял Всевышнего столько, сколько похвалы заполнили бы небеса, земли, и еще столько, сколько Аллах пожелает. Аллахумма таххирни бithальдж. О Аллах, очисти меня бithальджи вальбаради вальма'иль барид. Очисти меня снегом, чистой, прохладной водой, как вода очищает, да? Аллахумма таххирни мина дзунуби валь хатая. О Аллах, очисти меня от грехов и ошибок, кама юнакка тhaубуль абьяду миналь васах, так же, как вода очищает белую одежду. Вот белая одежда, она очищается после воды, после стирки. Вот так же очисти меня. То есть, получается, пророк ﷺ, когда вставал с рукуга, он что делал? Он снова восхвалял Аллаха и просил прощения. Вот этот хадис в сборниках имама Муслима. Дальше пошли. Куда дальше пошли? Попросили прощения, суджуд. Во время суджуда снова многие братья ограничиваются какими словами? Субхана раббил а'ля, субхана раббил а'ля. Огромное количество дуа, зикров пророк ﷺ делал, особенно во время суджуда, потому что это то время, когда принимаются все дуа. Проблема, беда наша заключается в том, что мы наконец-то дошли до наиближайшего положения к Аллаху и быстро 3 раза Субхану Раббил А'ля сказали и быстро за дверь выскочили. Не надо спешить. Особенно, когда вы сами духа намаз читаете, тахаджуд читаете. Можете полчаса на один суджуд давать. Иногда, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уходил в суджуд, с задних рядов кто-то голову поднимал. Может быть, что-то с ним случилось, потому что он не поднимал голову. Он очень долго суджуд делал. Иногда его суджуд был ровно столько, сколько его киям был. А у нас суджуды очень короткие, братья. Это проблема. Это когда мы в одиночку намаз читаем. Джамагатом там есть джамагат. И поэтому саляфу салих, они не удлиняли суджуды во время джамагата. Но когда один, они долго делали суджуд. Все, мы ушли в суджуд. Есть много зикров. Вот один из них, Сахих Муслим. Пророк, саллаллаху алейхи говорил: Аллахумма гфирли данби кулля, диккаху ва джилля, ва аувалаху ва ахира, ва аланиятаху ва сирра. О Аллах, игфирли данби кулля. О Аллах, прости мне все мои грехи. Все, мы во время суджуда. Пророк спрашивает
у Аллаха просит прощения. Прости мне все мои грехи. Диккаху ваджилля, начал перечислять все мои большие грехи, все мои малые грехи. Ва ауаляху ва ахира, мои прежние первые грехи, ва ахира, последние грехи. Ва аляниятаху ва сирра, прости мне все мои явные грехи и скрытые грехи. Вот, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не просто говорил: «О Аллах, прости меня». Нет, он перечислял все большие, малые, прошлые, настоящие, все мои грехи прости. Явные есть грехи, есть скрытые грехи. Этот хадис в сборниках имама Муслима. Вот получается, во время суджуда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил у Аллаха прощения. Это самое главное. Все, дальше что делаем? Короткий ташаххуд, давайте назовем так, сидение между двумя суджудами. Многие братья не знают, что между двумя суджудами пророк тоже дуа делал. Он поднимался, даже у нас беда, знаете в чем? Многие даже до конца не поднимаются. Они сразу уходят на второй суджуд. Это вообще может нарушить намаз. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, садился и до второго суджуда снова делал дуа. Есть два варианта из этих дуа, где мы видим истигфар, просьба о прощении. Первый, это короткий, можете сразу сейчас прямо выучить, и уже на Аиша намаз можете это использовать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повторял: «Роббигфирли, роббигфирли». В переводе означает: «Робби, мой Господь, игфирли, прости меня». Мой Господь, прости меня. Мой Господь, Он просто вот сидел и повторял: «Роббигфирли, роббигфирли», и дальше уходил в суджуд. Это первый вариант. Этот хадис у Абу Дауда. Следующий чуть-чуть сложнее, но, машаллах, у Муслима есть другой хадис, другой вариант. Но там, вот ученые сказали, кто выучит этот зикр, это дуа, и будет использовать во время двух суджудов, практически он, все, что ему нужно, он уже просит у Аллаха. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, между двумя суджудами садился и повторил эти слова: «Аллахумма гфирли, вархамни, варзукни, ваафини, ваджбурни, варфагни». Кстати, я здесь забыл это, надо добавить. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Аллахумма гфирли, о Аллах, прости меня, вархамни, не спошли на меня свою милость, смилостивайся. Аллахумма гфирли, вархамни, варзукни, дай мне риск». Без риска тоже никуда. Ваафини, то есть обезопась меня, спаси меня от бед, от страданий, от куфра и так далее. Да? Ваафини. Ваджбурни, ваджбурни, то есть исправь меня. Я что-то сделал не так, ты меня исправь. Ваджбурни. Варфани, возвысь меня. Возвысь меня. Вот эти все слова пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, повторял между двумя суджудами. И там тоже самое первое, о чем он просил, что? Прощение. Аллахумма гфирли. Дальше пошли. Все, суджуды мы с вами разобрали. Там просьба о прощении. Дальше, когда он заканчивал ат-тахият, салават, перед тем, как дать салям, он делал много дуа. Да, большинство уммы ограничиваются каким? Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азаб. Все. Откройте книгу зикров пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и вы увидите там 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вариантов, еще больше, какие дуа он делал перед салямом. Потому что это как раз то время, когда ты завершил повиновение его, то есть перед ним. То есть Аллах приказал тебе совершить намаз, и вот ты завершил этот намаз, и Аллах сейчас доволен тобой. И надо сейчас просить. Надо просить. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один из дуа, все не буду, как раз что касается нашей темы, он говорил следующие слова. Это зикр в хадисе от Бухари и Муслима. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Аллахумма инни залямту нафси». Это мы говорим после салавата до саляма. До саляма. Он говорил: «Аллахумма, о Аллах, инни залямту нафси». Воистину я был несправедлив к себе. Я совершил грех. Зульман кафиран, то есть многочисленным зульмом, то есть у меня много грехов, да? Валя ягфиру дзунуба илля ант, и никто не может простить грехи, кроме тебя. Фагфирли, прости меня.
магфиратан мин индика, прощением от себя, вархамни, и не спошли на меня свою милость, иннака антал гафурур рахим, воистину ты прощающий, милостивый. То есть смотрите, ат-тахият, салават, и что? Снова просьба о прощении. Все, мы завершили намаз. Что делаем? Выходим. Заходим как? Такбиратуль ихрам. Выходим, 2 саляма. Первый салям даем, все, мы уже вышли с намаза. Саляму алейкум ва рахматуллах, саляму алейкум. Все. Самый первый зикр, как только завершили намаз, какой? 3 раза. Астагфируллах. О Аллах, я прошу тебя прощения. О Аллах, я прошу тебя прощения. О Аллах, я прошу тебя прощения. И некоторые ученые говорят, почему вот после саляма сразу мы просим у Аллаха прощения. Потому что как бы мы ни старались наилучшим образом совершить намаз, к сожалению, мы не смогли его сделать так, как от нас требует Аллах. И так, как научил нас пророк ﷺ. Где смиренность? Где твои мысли блуждали, когда ты стоял перед Аллахом? На какие мысли ты отвлекался? О чем ты думал? Много у нас недостатков. Поэтому сразу, как мы завершаем намаз, мы говорим: Аллах, я такой классный. Я вот намаз сделал. Нет. Мы говорим: Аллах, прости меня. Вот я то, что я смог сделать. Я грешный. Я грешный. Поэтому Аллах, прости меня. Аллах, прости меня. Аллах, прости меня. Вот поэтому, смотрите, 7 пунктов. Начали намаз с истигфара, рукух истигфар, после рукуха встаем истигфар, суджуд истигфар, между 2 суджудами истигфар, после салавата истигфар, после саляма истигфар. Вот то, что я нашел, 7 мест во время намаза, где пророк, ﷺ, получается, 7 раз он просил у Аллаха прощения за грехи. Вот намаз — это самое важное. И самые важные моменты внутри намаза. Что? Прощение Аллаха. Поэтому, дорогие братья, последние ночи, все. Сегодня 27-я ночь, 28-я, 27-я, все, больше нет. Если за 2-3 дня Аллах не простит нам грехи, мы попадаем под грозную дуа Джабраиля, где он сказал: да унизит его Аллах. Да? Поэтому просите, братья, просите искренне, и пусть Аллах нам простит. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.